Всем добрый день, с вами Зада. Сегодня будем готовить пряники по-домашнему. Для этого сливочное масло комнатной температуры, сметану, сахар, яйца и ванилин отправляем в большую миску и начинаем взбивать венчиком. Не обязательно здесь использовать миксер. Достаточно будет его взбить венчиком, либо вилочкой. Надо тщательно перемешать массу, чтобы не осталось комочков, и чтобы сахар и соль растворились. Муку заранее я просеяла, у меня мука высшего сорта, но можно использовать и муку первого сорта. Добавляем разрыхлитель. Муку мы добавляем постепенно, в 3 этапа. Сразу всю муку добавлять нельзя. Потому что у нас тесто должно получиться мягким. Вот, теперь убираем венчик и замешиваем тесто руками. Смотрите, если все же тесто будет липнуть к рукам, то мы будем добавлять муки понемногу до тех пор, пока тесто не будет липнуть к рукам. Ну и в то же время смотрите, чтобы оно было мягким. Вот тесто мы замесили. Вот такое вот мягкое должно получиться, как на видео. Дальше отправляем тесто в холодильник на 30-35 минут, положив тесто в мешочек. Все, тесто готово, оно отдыхает. Теперь займемся глазурью. Для этого ставим на сильный огонь воду в небольшой кастрюле. Вода должна прям сильно кипеть. В небольшую миску отправляем белки, сахар, немного лимонной кислоты. Лимонная кислота по желанию, можете и не добавлять. Дальше, непрерывно взбивая, держим на водяной бане минут 5-6. Дальше взбиваем миксером до готовности. Вот до такого состояния. Дальше его накрываем пленочкой и убираем в холодильник. Тесто наше готово. Теперь мы его раскатаем толщиной примерно сантиметр, но можно и в 2 сантиметра потолще. Тогда прянички будут более объемными. В это время у нас духовка должна быть уже разогретой до 180 градусов. Вот. Теперь любым приспособлением вырезаем кружочки и дальше выкладываем их на пергаментную бумагу, которая застелена на противне. Вот. Готовые заготовочки уже ставим в духовку примерно на 20-30 минут. Но, конечно же, ориентируйтесь по своей духовке. Дальше готовые остывшие прянички мы перекладываем в большую миску и покрываем глазурью. Выкладываем их на пергаментную бумагу и сушим до полного высыхания. Конечно, рецептов приготовления пряников домашних очень много, и каждая хозяйка готовит по-своему, но я готовлю так, своим, и они очень нравятся нам. Они получаются очень мягкими, нежными и нравятся как детям, так и взрослым. Попробуйте и вы. Приятного аппетита!